Эфир телеканала продолжит выпуск новостей. В студии Василий Раченко. Коротко о главных темах. Площадь лесных пожаров за выходные в России удалось уменьшить в 3 раза. В стране подвели рейтинг регионов по вводу нового жилья. Какое место заняла Якутия? Программисты, сисадмины и все, кто связаны с информационными технологиями, сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Площадь пожаров на территории России уменьшилась почти втрое. Если раньше горело 56,5 тысяч гектаров, то теперь менее 20 тысяч. К этому привела ликвидация 128 лесных очагов. По состоянию на сегодня действует чуть более 80 лесных пожаров. Наибольшая площадь, охваченная огнем в Тюменской области. Там горит 18 тысяч гектаров. Сильно меньше в Якутии. Лес горит на площади 400 гектаров. И чуть меньше в Свердловской – 370 гектаров. Ледоход на Олене дошел до Покровска. В Хангаловском районе движение началось накануне. Как сообщили в ЕДДС, по состоянию на 20 часов 16 мая уровень воды у гидропоста составил 465 сантиметров. При критических 13 метрах 70 сантиметров. Ранее мы сообщали, что у Якутска уровень воды над минимальным зимним повысился почти на 5 метров. Отопительный сезон в Якутске завершится 20 мая. Соответствующий приказ подписал мэр города Евгений Григорьев. 20 число станет завершающим днем отопительного сезона в жилых домах, детских садах и административных зданиях. 1 июня для школ, поликлиник, стационаров и обсерваторов. Если в течение 5 дней до утвержденной даты среднесуточная температура воздуха будет превышать 8 градусов тепла, отопление могут отключить и раньше. Глава Якутии в ходе встречи с главврачами медучреждений поручил ускорить темпы вакцинации от коронавируса. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация не улучшается. Рост заболевших ковидом сохраняется. В регионе необходимый объем для вакцинации имеется. В ближайшее время поступит еще 10 тысяч доз препаратов. Также ожидается партия вакцины в объеме 50 тысяч доз. Айсан Николаев поручил увеличить количество прививочных бригад в Якутске и Мегино-Кангаласском районе, которые будут работать в поликлиниках не только в будни, но и выходные дни с 8 утра до 20 часов вечера. В республику поступает достаточное количество доз вакцин «Спутник Ви» и «Пивак Корона». Мы будем работать все выходные, все рабочие дни с 8 до 8 вечера. Те, кто записаны, и те, кто еще не решился, приходите к нам в поликлинику, мы будем всех вакцинировать. Работа поликлиник наших Якутской городской больницы номер 2 будет осуществляться с 8 до 8 вечера без выходных праздничных дней. По следующим адресам: улица Кузьмина, 3, поликлиническое отделение номер 1, поликлиническое отделение номер 2, Березовая, 11 и село Маган, Маганская амбулатория, это Алымова, 12/1. Кроме того, в ближайшее время мы определим мобильные вакцинальные пункты, это в местах массового скопления людей, торговые центры, там досуговые центры. Дополнительную информацию до всех доведем. Более подробно о ходе вакцинации в регионе расскажет наш корреспондент Алексей Лукьяненко. В республику поступит 10 тысяч доз вакцины, и по обращению главы Якутии в Федеральный оперативный штаб принято решение о направлении в регион еще одной партии вакцины в объеме 50 тысяч доз. Кроме того, направлена еще одна заявка на 100 тысяч доз вакцин. По словам врачей, в каждом вакцинируемом пункте Якутска в день прививку получают от 100 до 150 человек в среднем. Если считать с выездными бригадами, то доходит и до 200. Вакцинация проводится ежедневно. Поступает очень большая партия, поэтому будем работать 8:30, в основном 8:30, потому что мы кабинет подготавливаем. Поэтому 8:30 до 8 часов вечера будем ежедневно работать. У нас поступила в гам-ковид ВАК, спутник Ви и Пивак Корона. Люди записываются через колл-центры, через госуслуги и через регистратуру. И приглашаются специалисты через колл-центры. СМС получают и через госуслуги тоже СМС получают и подходят по тем кабинетам, которые записаны на СМС-сообщениях. Выбрал гам-ковид ВАК. Это более для молодежи. Молодежь выбирает более распространенное, да? Решил поставить прививку, чтобы обезопасить на всякий случай, а то случаи бывают разные. Что мне там поставили-то, как его? Спутник В, общее название. Спутник В, он считался один из самых лучших, по крайней мере, не хуже.
по крайней мере, по бочкам. Сейчас вот сижу, полчаса отсиживаю, уже пошла 20-я минута, побочек нету. Мне сказали, надо сдать кровь на антитела. Я их сдала. Оба анализа оказались отрицательными. Вот. И я соседку попросила, чтобы она узнала, где делают прививки. Сказали, в 3-й поликлинике. Делают 2 вида. Вот я и пришла. Спутник Ви буду ставить. Соседи уже все сделали. Теперь развернуть новые пункты возможно на территориях автовокзала, учреждений культуры, торговых центров, в офисах МФЦ и документы, оборудованных необходимыми условиями для проведения вакцинации. Сейчас второй компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции можно получить не только там, где ранее был получен первый компонент препарата, а в любом прививочном пункте. Как рассказала Марьяна Никитина, на сегодня привитых граждан старше 60 лет порядка 40%. У нас население в основном привито, старше 60 лет 40% населения уже привито. Сейчас мы делаем вакцинацию 2 вакцинами. Вакцина Гам-Ковид-Вак Спутник Ви московской фирмы и Эпивак Корона, это новосибирской. У нас вакцинация идет ежедневно с 8 часов до 8 вечера, без выходных, которые не могут приходить на вакцинацию в поликлинику, а участковые медсестры делают на дому. С врачом приезжают, и в основном мы делаем там Эпивак Корону. Напомним, ранее глава республики Айсен Николаев поручил увеличить количество прививочных бригад в Якутске и Мегноконгаласском Улусе, которые будут работать в поликлиниках не только в будни, но и в выходные дни с 8 утра до 20 часов вечера. Для получения вакцины можно обратиться в любую поликлинику с паспортом, медицинским полюсом и СНИЛСом. Алексей Лукьяненко, Илья Сыромятников, Якутск. Также Айсен Николаев подписал указы, в которых введены новые ограничительные меры. Так, при приезде ребенка в другой населенный пункт, например, из Якутска в район, родителям необходимо оповестить об этом местную администрацию. В течение 2 недель ребенок должен находиться под наблюдением. Также в связи с ростом заболеваемости среди детей приостановлена деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров до конца мая. Кроме этого, до конца месяца закрыты дискотеки, караоке и танцполы. Под запретом выступления артистов, а банкетные залы работают до 22 часов. На дистанционный режим работы в приоритетном порядке переводят беременных женщин при сроке 22 недели и более. А все работодатели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима в административных и производственных помещениях. Более того, все контактные поверхности должны дезинфицироваться каждые 2-4 часа. К другим новостям. Кабмин утвердил концепцию председательства России в Арктическом совете на 2021-2023 годы. В рамках своей деятельности наша страна намерена развивать сотрудничество по 4 приоритетным направлениям. Первое касается населения Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера. Во-вторых, будут решаться вопросы охраны арктической окружающей среды, в том числе изменения климата. Россия заинтересована в социально-экономическом развитии региона и укреплении роли Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах. Международная кооперация, по мнению властей, может дать новый импульс для развития существующих и запуска новых научных, партнерских и экономических отношений. Информационное агентство РИА Новости составило рейтинг регионов по количеству введенного жилья. Так, за 2020 год в расчете на 1 человека жилплощади больше всего ввели в Севастополе, Ленинградской и Московской областях. Меньше всего с разницей в 40 раз в Чукотском автономном округе, Магаданской и Мурманской областях. Якутия находится на 28-м месте рейтинга. У нас за 2020 год в Якутии ввели 530 тысяч квадратных метров. Обеспеченность населения составила 23,7%. Число выборных дисциплин расширят в СВФУ в новом учебном году. Сообщается, что в университете по уровням подготовки утверждены обязательные дисциплины, которые изучают все студенты. В бакалавриате их 12, в специалитете 13, в магистратуре 6. В этом году для реализации индивидуальных образовательных направлений число дисциплин расширят. В частности, студентам будет предложено от 3 до 14 предметов в каждой. Нерюнгринский театр «Кукол» объявил о наборе студентов в Ярославский государственный театральный институт. Как будет проходить набор и что необходимо знать тем, кто планирует связать свою жизнь со сценой, материал Ирины Кичигиной.
Первый этап отбора будет проходить в Нерюнгри в дистанционном формате. То есть необходимо прислать на электронную почту театра видеозапись своей программы. Это стихотворение, проза или монолог, басня, песня, танец и небольшой рассказ о себе. Видеосъемка должна включать в себя 3 плана – общий в полный рост, средний по пояс и крупный. То есть мы играем не только кукольные спектакли, еще и играем и драматические спектакли. Это тоже как бы на самом деле возлагает некоторую ответственность для актеров, чтобы они держали форму, чтобы они могли двигаться нормально, говорить свободно, красиво, внятно, понятно. Ну и, соответственно, чтобы имели хотя бы минимальный музыкальный слух. После просмотра присланных материалов те, кто пройдет отбор, приглашаются для прослушивания в город Якутск. Там уже в очном формате их прослушает мастер курса Анастасия Вячеславовна Борисова. И последний этап отбора пройдет уже в Ярославле. Сергей Ферцев – один из тех, кто собирается связать свою жизнь с театром. Ему посчастливилось познакомиться с актерской профессией ближе, когда он работал в качестве машиниста сцены в театре кукол. Сейчас он готовится к поступлению и усиленно работает над речью и мастерством актера. Когда я пришел в театр, я рассказал Петру Трухановичу, что у меня есть цель стать артистом. Ну и он охотно решил заняться со мной. Иногда я прихожу в театр на репетиции для того, чтобы набраться опыта игрой у артистов. Смотря как они играют роль, вживаются роль, меня это наоборот поддерживает еще сильнее, как бы дает стимул. А пока труппа продолжает репетировать тем составом, который есть. Ожидая пополнения, очень не хватает молодых артистов, чтобы было кому передать бесценный опыт кукловождения. Так что без работы выпускники точно не останутся. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Всемирный день электросвязи и информационного общества отмечают сегодня, 17 мая. Его ввели с 2006 года. Это день профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов, интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий. И на этом пока все. Хорошего вам дня.